Добрый вечер. В эфире телеканал «Этера», и вы смотрите программу «Прайм Мацарский». Та самая программа, в которой я, Юрий Мацарский, пытаюсь рассказать вам обо всем самом важном и интересном из того, что происходит в мире. Сегодня программа особенная, потому что сегодня придется подводить итоги года 2021, ну и попытаюсь построить некоторые прогнозы на год 2022. Конечно же, весь год, весь 2021 охватить не удастся. Уж очень он был насыщен на события, как бы многим не казалось, что он был такой более-менее спокойным. То есть вот он действительно был насыщенным, там действительно много всего происходило, поэтому я сконцентрируюсь на каких-то таких вещах, которые, скорее всего, будут иметь последствия или уже имеют какое-то вот воздействие на действительность, на происходящее вокруг нас в мире. Поэтому, ну вот логично начать, наверное, даже вот чисто по временной шкале с января 2021 года с Соединенных Штатов Америки. В принципе, эта история началась еще в ноябре 2020, тогда, когда в Соединенных Штатах Америки состоялись очередные выборы президента страны. По традиции это все происходит в ноябре, а вот уже окончание подсчета голосов и такое финальное объявление победителя приходится на январь. И вот в январе, кстати, вот замечу, вот еще какой важный момент. В этот раз выборы президента Соединенных Штатов проходили, ну, как бы правильно так сказать, не очень в традиционной манере. Почему? Потому что обычно оба кандидата, да нет, на самом деле их куда больше кандидатов, просто реально соревнуются за пост, за высший в стране пост только два человека. Это кандидат от республиканской партии и кандидат от демократической партии. Соответственно, от республиканцев был тогда еще действующий президент Дональд Трамп, а от демократов Джо Байден. Есть еще много людей, которые баллотируются или сами по себе, или от каких-нибудь малых, незначительных партий, но всегда борьба идет между двумя главными партиями, между теми двумя партиями, которые уже, в общем-то, десятилетиями, а то и столетиями доминируют в американской политике. Так вот, обычно представители этих двух партий, как бы они эксцентричны не были, на каких бы они там уж совсем зачастую экзотических позициях не стояли, но тем не менее они обычно относятся и с уважением и к друг другу, и к самому вот этому демократическому процессу избрания первого лица государства и не позволяют себе каких-нибудь там, ну, не то что оскорбительных высказываний в адрес оппонента, а даже каких-то поспешных скоропалительных выводов. В этот раз в ходе последних выборов было все совсем не так. Буквально через несколько часов после того, как закрылись последние в Соединенных Штатах участки для голосования, а там от штата к штату разнится время работы участков. Кроме того, штаты, они же на много, собственно говоря, часовых поясов делятся, поэтому где-то еще работают в одной части штатов, а в другой уже давным-давно они закрылись. Так вот, не успели, по большому счету, не успели закрыться последние из этих действующих участков избирательных, как Дональд Трамп, тогда еще действующий президент США, поспешил у себя в Твиттере объявить о своей победе. Ну, то есть совершенно понятно было, что нет еще никаких даже предварительных итогов этого самого голосования и быть не может, потому что в Америке там больше 300 миллионов человек населения, десятки миллионов зарегистрированных избирателей. Ну, если даже представить себе, что у кого-то есть какие-то невероятные способности математические или какой-то суперкомпьютер, просто не успели бы просто все эти данные внести в этот суперкомпьютер для того, чтобы он посчитал хотя бы предварительно, кто победил. Поэтому очевидно было, что Трамп спешит, и, скорее всего, спешит не просто так, что он пытается манипулировать, собственно говоря, общественным мнением, пытаясь его привлечь на свою сторону. Чуть позже, вот то, что вы сейчас видите, это уже как раз из 6 января, я к этой истории тоже подойду. Чуть позже, после того, как он заявил о том, что он победил, причем победил, там же в этом твите было написано «by a lot», то есть большинством. Ну, можно, наверное, предположить, что он имел в виду таким
таким внушительным большинством голосов победил, по мнению Трампа, он на этих выборах. После этого он начал потихонечку внедрять в умы людей историю о том, что какие-то страшные заговорщики, какие-то коварные, противные люди хотят у него эту победу украсть. Более того, он даже раскрыл некую схему, которая, по его словам, должна была помочь эту победу у него украсть. Он рассказал о том, что почему-то в штате Джорджия, не знаю, почему он именно этот штат выбрал в качестве одного из таких главных в своей вот этой вот конспирологии, в своей теории заговоров. В общем, он сообщил о том, что в штате Джорджия есть какое-то безумное количество так называемых мертвых душ, то есть людей, которые уже по документам умерли, но на самом деле кто-то за них проголосовал, физически несуществующие люди, кто-то за них проголосовал, и вот эти мертвые души якобы голосовали массово, почти исключительно против, или вообще исключительно против Трампа. Чуть-чуть забегая вперед, скажу, что было проведено следствие вот именно по этим самым делам, которые инициировал Трамп, и это следствие уже в конце декабря, то есть последние дни 2021 года показало, что вот мертвых душ в штате Джорджия, людей, которые умерли, но которые каким-то образом были зафиксированы как принявшие участие в голосовании, насчиталось, вот набралось на весь штат, внимание, 4 человека. 4 человека. Трамп утверждал, что этих людей тысячи или, может быть, даже десятки тысяч. Так вот, в этот период между концом ноября и началом января, когда, собственно говоря, и должны в Конгрессе и в Сенате на совместном заседании объявить победителя выборов, вот в этот период очень короткий, когда еще идет подсчет голосов, когда еще в каждом из штатов, в каждом из округов самые разные чиновники, самые разные представители наблюдательных организаций считают эти голоса. И исход еще никому не известен. Так вот, в этот период, когда не было понятно, что на самом деле происходит, кто побеждает, кто проигрывает, Трамп и его команда подали в суды самых разных инстанций иски о якобы имевших место нарушениях и подтасовках в пользу соперников Трампа. Этих исков было 60 или даже больше. То есть там за какие-то полтора месяца, буквально за несколько недель, Трамп и его команда забросали вообще все, что только можно. Любые суды, включая Верховный суд и суды штатов, забросали исками о том, что у нас собирают победу. Здесь подтасовки, здесь мертвые души, здесь что-то еще. Здесь, значит, отказывались, здесь в бюллетенях отказывались в принципе ставить фамилию Трампа. Короче, развернули такую очень странную деятельность, очень бурную деятельность. Но вот эта вот деятельность в судах была не единственная, чем занимался Трамп и его сторонники. Сразу несколько организаций. Кстати, самая яркая из них, вот самая активная, вернее, из них, называлась и называется до сих пор «Женщины за Трампа». Так вот, эти организации, которые поставили перед собой цель поддержать Дональда Трампа, значит, донести до людей вот это вот в их представлении правду о том, что у него пытаются украсть победу, все эти люди, все эти организации устроили, во-первых, в интернете массовую истерию, прям вот настоящую массовую истерию через Твиттер, через Ютуб, через Фейсбук, через любые другие доступные им страницы, распространялось вот абсолютно массово десятками тысяч сообщений, ретвитов и так далее. Распространялись истории о том, что страшные, коварные какие-то заговорщики, проклятые либералы, социалистки, феминистки, представители национальных меньшинств и так далее хотят украсть победу у Трампа, потому что вот он такой настоящий американец, а они хотят отдать власть каким-то вот злым, проклятым, гадким, значит, богатеям, которые думают только о своем кармане, а вовсе не о американском народе. Параллельно с вот этой вот интернет-истерией, которая вот действительно охватила всю Америку, эти самые организации, включая «Женщины за Трампа», организовали еще и такие, как это в Америке называется, ралли. Это большие собрания, часто они происходят, в соответствии с названием ралли, в рамках какого-нибудь автопробега по штатам или там по многим штатам.
Вот они ездили, эти люди, и в каждой из точек, куда они прибывали, были там целые автобусные маршруты. Были автобусы, раскрашенные портретами Трампа и всякими лозунгами типа «Сделаем Америку снова великой». Вот они ездили, эти люди, по городам, ездили по каким-то небольшим городкам, по большим городам, устраивали концерты, устраивали митинги, на которых говорили: «Ребята, надо отстоять у нашего с вами замечательного Дональда Трампа, собираются отнять победу какие-то проклятые социалисты, какие-то проклятые люди, которые вообще не понимают, как устроена Америка. Поэтому давайте соберемся, давайте поможем Дональду Трампу отстоять свое президентство». И кульминацией вот всех вот этих вот событий, кульминацией вот всего вот этого вот масштабной всей этой подготовки стало выступление. Вот сначала выступление, то, что вы видите сейчас на экране, 6 января 2021 года. Сначала юрист и один из ближайших помощников Дональда Трампа Рудольф Джулиани, потом сам Трамп выступили в Вашингтоне перед толпами людей, которым объясняли: для того, чтобы поддержать Дональда, вы должны приехать 6 января значит, в Вашингтон, и он выйдет и расскажет, что делать и как действовать. Он выйдет и расскажет вообще, чего дальше ждать. И действительно, Дональд Трамп, сначала, как я уже сказал, Рудольф Джулиани, потом Дональд Трамп вышел сам на трибуну, причем это вполне себе официальная трибуна с так называемой печатью президента Соединенных Штатов. Обратите внимание, видите, там даже написано в переводе с английского языка, вот этот герб означает, на нем написано «Печать президента Соединенных Штатов». И он выступил, Дональд Трамп, выступил с речью, в которой рассказал о том, что, значит, у него пытаются украсть победу, что американский народ сейчас находится в очень сложной, вообще все американское государство в очень сложной ситуации, когда, значит, страшные какие-то заговорщики хотят превратить Америку в государство слабое, в государство зависимое, в государство, которое не может постоять за себя, и в государство, в которое будут защищены интересы очень немногого круга людей. То есть, по большому счету, он занимался такой вот абсолютно откровенной манипуляцией. Кстати, эта манипуляция в политике и в американской политике не изобретение Трампа. Я сейчас такой краткий экскурс в историю сделаю, а потом продолжу с 6 января. Вот такие вот истории о том, что, ребята, вы должны сейчас голосовать за нас, поддержать нас или даже идти воевать за нас, потому что мы-то знаем, чего хотят простые американцы. Они использовались еще накануне гражданской войны, которая началась в 1861 году. Тогда, собственно говоря, причиной войны стало нежелание богатых южных помещиков, так их можно назвать, плантаторов, завязывать с рабством. То есть вот там был некий, может быть, 1%, может быть, их было 2% ультрабогатых людей, которые жили за счет рабского труда. И в этих самых южных штатах бедные, белые, свободные американцы на самом деле страшно страдали, потому что они не могли разбогатеть, потому что их труд не был востребован. Зачем нужно платить деньги белому свободному гражданину, когда у тебя всегда есть большое количество темнокожих рабов, которые выполнят эту работу совершенно бесплатно, потому что они рабы, им не надо ничего платить. Так вот, и все равно вот эти вот самые плантаторы умудрились убедить белых бедняков в том, что отказ от рабства – это противоречит их интересам. То есть, это фактически была прямая ложь, потому что отказ от рабства, в принципе, ликвидация бесплатного труда в первую очередь помогла бы вот этим самым белым беднякам, потому что появился бы какой-то востребованный денежный спрос на их умения, их навыки, на их просто вот рабочие руки. Но все равно тогда вот эти вот очень узкая прослойка ультрабогатых людей смогла убедить бедняков воевать, умирать и погибать за их интересы, против тех интересов, абсолютно против тех интересов тех людей, которые взяли в итоге в руки оружие и пошли воевать. Вот примерно ту же самую карту разыгрывает Трамп, человек, который, абсолютно стопроцентный миллиардер, человек, который, придя к власти, начал
помогать крупным корпорациям, начал помогать и вообще там снижать налоги, упрощать взаимоотношения между работодателем и работником, в первую очередь для ультрабогатых людей и для мегабольших корпораций. И ему совершенно, в принципе, было наплевать на то, что там с простыми небольшими какими-то людьми. Он придумал для этих людей страшилки, как это очень часто бывает. Он придумал для них истории, которые оправдывали бы значит, его там заигрывание с крупным бизнесом, со всеми этими транснациональными гигантскими корпорациями. Он объяснял, что в ваших бедах, ребята, виноваты не, значит, не крупные корпорации, которые уклоняются от уплаты налогов, не крупные бизнесмены, которые я или там мое правительство в обмен на поддержку финансовую и всякую другую лоббистскую, помогаем спрятаться от налогов, помогаем уйти куда-то в офшорные зоны. А виноваты какие-нибудь мексиканские, значит, беженцы или беженцы из стран Южной Америки, которые бегут в Америку. Это они отнимают у вас рабочие места. Это они забирают у вас те деньги, которые по праву принадлежат вам. Или какие-нибудь другие, например, национальные меньшинства, которые присутствуют в Америке. Кстати, вот заметьте, именно при президентстве Трампа произошел безумный рост российских и откровенно нацистских настроений. Это, в общем, не просто так взялось, потому что там действительно люди, всякие там комментаторы, близкие к власти, ультраконсервативные, они как раз объясняли: ребята, соль, белая кость Америки — это вот те самые белые простые трудяги, а всякие там азиаты, темнокожие, индейцы и так далее, они вот просто нахлебники. Именно это так, в общем-то, и произошло. Он сыграл на этом чувстве какого-то, часто, кстати, абсолютно вот нереальным, обманчивым, то есть ни на чем не основанном чувстве какого-то вот такого национального ущемления, придумал это национальное ущемление или смог продать это американцам. В итоге все это вылилось того же самого 6 января в погром Капитолия. Капитолий — это то место, в котором в Вашингтоне заседают законодатели. 6 января там должна была проходить совместная сессия с двух палат американского парламента, Конгресса и Сената. И вот, собственно говоря, на входе этого заседания должны были быть рассмотрены все протоколы избирательных комиссий из всех штатов, и должен был быть утвержден окончательный победитель выборов. То есть то, что сделали сторонники Трампа, вот этот вот захват Капитолия, по большому счету, преследовал собой одну цель – сорвать процедуру подсчета голосов и не дать законодателям окончательно объявить, кто же победил на выборах. Тогда было уже понятно, уже были и так называемые экзит-полы опубликованы, и были данные из самых разных штатов о том, где сколько, значит, проголосовало за того или иного кандидата. И вот эта вот история с совместным заседанием Сената и Конгресса, она была во многом-то такая ритуальная, да? Вот все. И так уже понятно, что происходит. Мы теперь окончательно все складываем голоса и объявляем победителя. И для того, чтобы вот эту ритуальную историю не допустить, вот все это и произошло. Вот то, что вы видите на экране, это штурм Конгресса Соединенных Штатов Америки толпой, которая собралась. Они даже не скрывают, что они за Трампа. Вот вы видите, у них у всех флаги или кепочки, или маечки, или еще что-нибудь, на которых написано «Трамп», или какие-нибудь из трамповых слоганов. В первую очередь вот это вот «Сделаем Америку снова великой», или та история, которую вот придумал сам Трамп, запустил накануне, вернее, уже в ходе голосования: остановите подсчет, когда он утверждал, что подсчет недействителен, нужно его остановить, потому что вместо реального подсчета реальных голосов идет вброс голосов за его противника. Я вот замечу, это очень важный момент, просто очень-очень важный момент для понимания того, что вы видите на экране. Вот этот штурм Капитолия стал первым штурмом федерального административного здания в Вашингтоне с 1814 года.
Вот такого не было с 1814 года, 2 с лишним века. В 1814 году был даже сожжен Белый дом, но это было сделано не американскими гражданами, которые пришли поддерживать одного политика против другого политика, а это было сделано британскими военными, которые пытались вернуть под контроль Лондона, как они тогда это называли, взбунтовавшиеся северные колонии. Не признали они независимость, тогда еще не признали независимость Соединенных Штатов, и вот в 1814 году была война 12-14 годов, в ходе которой британцы пытались вернуть контроль над Вашингтоном и над остальными тогда еще не очень большими, не очень многочисленными североамериканскими колониями. И вот уже в 21 веке, уже не в 19 веке, уже в 21 веке происходит совсем другое. Вот происходит вот то, что вы сейчас видите, происходит захват Капитолия толпой вот этих вот разбушевавшихся людей. Что должен был сделать Трамп как глава государства, как президент, как тот человек, который в руках которого сосредоточена самая большая власть. Тогда была на тот момент. Все это происходит, вот то, что вы сейчас видите, происходит на территории, которая формально не входит в состав ни одного из американских штатов. Вашингтон специально был выведен из-под юрисдикции любого из штатов. Он существует вне вот этого юридического поля любого из других, из 50, вернее, американских штатов. Он существует вот как округ Колумбия. Это вот округ Колумбия, совсем небольшой по территории участок американской земли, на котором расположен вот этот самый город Вашингтон, столица. Специально так было сделано для того, чтобы законы, принимаемые в Вашингтоне для всех Соединенных Штатов, не вступали бы в противоречие с законом какого-нибудь из штатов, который мог бы включать в свой состав столицу. Так вот, если бы это было где-нибудь там, я не знаю, в Техасе происходило, на Аляске, в штате Вайоминг, то здесь должен был бы вмешаться губернатор штата и отправить на разгон вот этой вот толпы. Кстати, по крайней мере, некоторые из этих людей были вооружены. Так вот, губернатор должен был бы отправить на разгон этих людей Национальную гвардию. Но так как это происходит в округе Колумбия, где нет губернатора, то отправлять Национальную гвардию на разгон всех этих персонажей должен был бы президент Соединенных Штатов Америки. Но президент Трамп отказался выполнять, в принципе, одну из тех задач, которые возложены на него прямо законом, не стал этого делать и отправлять Нацгвардию на разгон вот этой вот толпы, которые что-то там, смотрите, орудуют, какие-то документы разбирают, помародерствовали, прошлись, окна побили, значит, что-то там фотографировали, какие-то на память забирали вещи из кабинетов конгрессменов. Так вот, разгонять всю эту братью вынужден был вице-президент Соединенных Штатов, тогдашний Майк Пенс. Кстати, тогда вот в ходе захвата Капитолия погибло 5 человек тогда погибло. Значит, один был, вернее, по-моему, это женщина была. Одна была застрелена полицейским как раз в тот момент, когда разбивали двери, которые ведут в зал заседаний. Еще один человек умер, как потом показало судебно-медицинское исследование, его тело умер от передозировки наркотиков. То есть вы можете себе представить, какой континент... Ну вот даже, вот смотрите, знаменитый шаман QAnon. Я, кстати, потом чуть попозже объясню, что такое QAnon и какое имеет отношение к Трампу, к штурму и ко всему тому, что происходит сейчас и может происходить дальше в Соединенных Штатах Америки. Так вот, значит, отправил в итоге в Нацгвардию, значит, вице-президент Майк Пенс. Было несколько человек погибших, одна вот застрелена полицейским, еще один умер от передозировки, и трое человек умерли, как потом выяснилось, по естественным причинам. То есть кого-то там затолкали в толпе, кого-то растоптали, у кого-то случился сердечный приступ. Но это не все потери, так или иначе, людские потери, так или иначе связанные с этим штурмом, потому что 4 полицейских, которые тогда были в оцеплении, стояли в оцеплении вокруг Капитолия, и которым, собственно говоря, задача была поставлена не пускать всех этих людей в Капитолий, не пускать всех этих людей, значит, срывать заседания законодателей американских. Так вот, 4 полицейских в последующие месяцы покончили с собой. И эти самоубийства тоже связывают с эмоциональным потрясением, которое люди испытали
во время штурма Капитолия. Итак, обещал рассказать вам о QAnoне. Вот этот человек в таком индейском головном уборе, раскрашенный в американском, в цвета американского флага, объявил себя шаманом QAnon и сообщил, что он напрямую получает сообщение от некого Q, который призвал его идти и защищать демократию в том виде, в котором этот шаман и люди вместе с ним эту демократию себе представляют. Этот Q совершенно неизвестный персонаж, он никогда не появлялся на публике, никто не знает его имени. Он общался до недавнего времени, общался через интернет, через один из интернет-форумов со сторонниками Трампа. Он объявил, что он высокопоставленный американский чиновник, и Q — это его подпись, вот он никак себя не идентифицировал, только всегда у него стояла подпись, вот буковка, американская буковка Q. Рассказывал о том, что он, как высокопоставленный американский чиновник, допущен к особым знаниям, к неким страшным государственным тайнам, которые пытаются скрыть представители зловредных кругов, проникшие во все эшелоны и во все органы американской власти. Этот Q утверждал, что Америку хочет захватить, вот сейчас идет совершенно безумная, просто абсолютно безумная теория заговоров. Этот Q утверждал, что Америку хочет захватить, власть в Америке хочет захватить секта педофилов-сатанистов, во главе которой находятся Барак Обама и Хиллари Клинтон. И этот человек писал, значит, эти сообщения достаточно долго, достаточно продолжительно он это писал. В итоге огромное количество людей в Соединенных Штатах Америки поверили в это. Вот этот парень вот с рогами и в цветах американского флага, он туда пришел и рассказывал, что он послан этим самым Q для того, чтобы вести людей за собой. Кстати, для того, чтобы в сообщениях этого Q говорилось о том, что спасти Америку вот от кабалы этих людей, от кабалы этой секты может только Трамп. Только у него есть силы, только у него есть знания, только у него есть смелость для того, чтобы противостоять этому страшному заговору. Это действительно абсолютно идиотская история, ну вот максимально кретинская конспирология, но, тем не менее, я тут нашел данные американских социологов за май 2021 года. Они во всех штатах Америки опрашивали огромное количество людей, как вот по всем правилам социологии, из самых разных страт, представителей самых разных и политических предпочтений, и этнического происхождения, и религиозного и так далее. Они спрашивали, среди прочего, как вы считаете, а есть ли правда в той конспирологии, в той теории, которую распространяет QAnon? Так вот, ответили, что вот однозначно верят в то, что все, что говорит Q, правда, или ответили, что мы считаем, что много из того, что говорит Q, правда. Вот, то есть так или иначе верят в эту теорию заговоров 30 миллионов американцев. 30 миллионов человек верят в существование какой-то секты, которая хочет захватить власть, причем секты совершенно безумной, сатанинской секты, которая хочет захватить власть в Америке. Вот в ее существование верят 30 миллионов американцев. Собственно, если это действительно так, мы можем тогда не удивляться происходившему в январе в Вашингтоне, вот всем вот этим вот историям с захватом Капитолия, с неверием в американскую демократию. Ну, на самом деле, хочется, конечно, верить, что это самое страшное испытание, которым за последние годы подвергалась американская демократия, но очень вероятно, что это не так. Очень вероятно, что самое серьезное испытание Америка и американская демократия будут проходить в ноябре 2024 года. Что будет тогда происходить? В ноябре 2024 года будут следующие выборы президента Соединенных Штатов Америки. И вот эти зерна сомнения в американской демократии и в американской избирательной системе, посеянные 6 января 2021 года, запросто могут взойти в ноябре 2024. Тем более, вот эти вот уже посеянные зерна постоянно поливают и культивируют самые разные конспирологи, самые разные там политики, комментаторы и так далее. Как они это делают? Все время поддерживается градус недоверия
к исходам выборов. И сам Трамп, и огромное количество людей из его окружения, и людей, которые называют себя консервативными журналистами или консервативными комментаторами, рассказывают о том, что эти выборы украдены. Эти выборы по праву должны были отдать победу Трампу. Но вот, значит, вмешались какие-то зловредные силы и отобрали эти выборы. И нам нужно вернуть все на круги своя в 2024 году. И вот это вот постоянно поддерживаемая история о том, что, ребята, мы эту битву проиграли, а значит, эти байденовцы власть захватили, но это ненадолго. Потерпите 4 года, и мы в 2024 году, уже даже меньше, чем 4 года, и мы в 2024 году власть вернем. Мы, значит, мы должны тогда, вы готовьтесь к тому, чтобы нужно будет выходить и отстаивать победу нашего кандидата. Причем вот в распространении такого рода нарративов принимает участие в том числе действующие политики. Ну вот, например, губернаторы тех штатов, в которых Трамп очень популярен, в которых популярна самая консервативная часть республиканской партии. И вот, ну, мы можем предположить, что некоторые из этих губернаторов, значительное число из других действующих политиков, и совершенно точно огромные толпы людей, которые верят в то, что Трамп какой-то специально избранный человек, который явился для того, чтобы спасти страну и мир от педофилов-сатанистов, мы можем предположить, или даже с некоторой долей уверенности предположить, что эти люди все-таки каким-то образом попытаются оспорить итоги выборов 2024 года, если вдруг они, скорее всего, будут не в пользу Трампа, который собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах и на следующих. Кстати, не факт, что республиканская партия его поддержит. Республиканская партия может еще и кого-нибудь другого избрать в качестве своего кандидата. Тогда все вот эти вот истории могут повториться даже чуть раньше, чем в ноябре 2024, а где-нибудь, скажем, летом 2024, когда будут проходить внутрипартийные праймерис, когда сами республиканцы будут решать, кого они будут выдвигать в качестве своего основного кандидата. То есть, собственно говоря, как я уже говорил, это один из главных итогов года 2021, последствия которого мир будет ощущать, скорее всего, не только в 2021 году, а еще и в течение долгих лет, которые последуют за 2021. И, кстати, еще одна история, важная, очень важная, которая совершенно точно тоже будет влиять на мир и на мировую политику еще долгие годы. Это возвращение Талибана к власти в Афганистане. Собственно, Дональд Трамп, тот самый Дональд Трамп, который во многом инициировал то, что вы видите сейчас, захват Капитолия, попытку вообще, что называется, вот полного демонтажа американской демократической системы, этот Трамп еще в бытность своим президентом инициировал прямые переговоры с представителями талибов в Дохе, в столице Катара, итогом которых стало подписание соглашения. Вот в это соглашение, в принципе, это обещало спокойный выход американцев из Афганистана в обмен на то, что талибы не допустят превращения Афганистана в некий такой плацдарм для атак на Америку или на ее союзников на Ближнем Востоке, в Европе или в других странах мира. И придя к власти уже после того, как отстояли все-таки итоги выборов, придя к власти, Джо Байден не стал пересматривать это самое соглашение. Он сказал, что пора заканчивать самую длительную войну в истории Соединенных Штатов, и сказал о том, что все, американские войска и союзники американцев из других стран, которые тоже принимают участие в операции в Афганистане, будут оттуда выведены в полном составе и в срок. Об этом объявил, собственно, Байден, сказал, что он не пересматривает те самые соглашения, которые были сделаны переговорщиками от Трампа, и начал готовиться к выводу войск, собственно говоря, в мае, когда было в очередной раз власти американские, когда уже вся власть была сконцентрирована, закончился вот этот вот переходный период
от администрации Трампа к администрации Байдена, и когда уже были какие-то окончательные планы вывода американских войск сверстаны, и стало понятно, что все, да, действительно, американцы уходят. И вот ровно тогда талибы, которые с 2001 года были отброшены в горы, в афганские горы после вступления Америки в войну против Афганистана, против, собственно, режима талибов, вот эти талибы начали наступление и начали возвращение Афганистана под свой контроль. Здесь, там, потихонечку, полигонечку начали брать Афганистан, начали возвращать его под свой контроль. И вот самое масштабное наступление началось где-то примерно в пятых-десятых числах августа, когда американцы вот очень-очень быстро все свои части, все свои склады, все свои какие-то вот базы эвакуировали в Кабул, и из Кабула должны были переправлять дальше домой и сами американцы, их союзники там из Германии, из Турции и из других стран, которые с американцами там же присутствовали в Афганистане. Так вот, талибы за 10 дней захватили вообще по большей части почти весь Афганистан. То есть вот эта вот операция максимально шустрая, максимально быстрая. Людей, которые, кстати, часто вообще или босиком наступали, или в каких-то там рваных тапках наступали, вооруженные как попало, вообще чем попало. Часто без техники. На первых порах этого наступления, если была какая-то техника, то это были какие-то старые китайские или индийские мотоциклы, непонятно как собраны, непонятно кем отремонтированы. Но по ходу дела, по ходу продвижения талибы обнаружили, что им никто не мешает, что фактически нет каких-то очагов сопротивления. Американцы ушли, а афганская армия и афганские силы, силы безопасности очень редко где оказывали сопротивление. Причем они убегали, военные, и оставляли технику. Вот то, что вы видите, вот эти вот пикапы с советскими еще пулеметами, талибы их не покупали, талибы их не получали от каких-то там своих спонсоров. Они их взяли, потому что их бросили военные, их бросила полиция. Талибы точно так же разжились стрелковым оружием в больших количествах. Талибы точно так же разжились бронетехникой, которую оставили канадцы, немцы, американцы. Даже с вертолетами и сложными артиллерийскими системами разжились талибы. Вот это вот, собственно говоря, они, по-моему, даже еще не успели его перекрасить, этот пикап, который принадлежал полицейским, а теперь на нем ездят талибы. Собственно, для всего мира, конечно, это был шок для всего мира. Ну, если честно, американцы предполагали, и американские аналитики, американские комментаторы говорили о том, что уход американцев и уход их союзников из Афганистана неминуемо приведет к тому, что Афганистан вновь попадет под власть талибов. Но никто не предполагал... Вот то, что вы видите, это эвакуация американцев и их союзников. Вот это американский военно-транспортный самолет. И люди бегут и цепляются в аэропорту Кабула за эти самолеты, пытаясь улететь вместе с американцами. И это кошмарная совершенно история, потому что огромное количество людей погибло. Там реально десятки людей погибли, сорвавшись с этих самолетов. Ну, потому что невозможно. Самолет развивает скорость в сотни километров в час, поднимается так высоко, где, собственно, уже отчаянные минусовые температуры, и люди просто гибнут, сорвавшись, или от обморожения. Но выжить нереально, спастись таким образом нереально. Так вот, вернусь, к тому, что говорили о том, что, скорее всего, конечно, талибы после того, как американцы и их союзники уйдут, талибы захватят власть, талибы смогут вернуть Афганистан или большую часть Афганистана под свой контроль, но никто не предполагал, что это будет так быстро. Но никто не предполагал, что за несколько недель весь Афганистан вновь вернется под контроль Талибана.
не было, за исключением небольшого такого совсем региона под названием Паншерское ущелье, где каким-то образом местные, в основном, кстати, этнические таджики, пытались сопротивляться Талибану. Нигде толком не было никакого сопротивления. Никто, просто бросали оружие. В лучшем случае кто-то пытался на вертолетах или на какой-то технике, которая была у них в распоряжении, улететь или уехать куда-то в сопредельные страны. Но на самом деле просто бросали и убегали, и все это доставалось талибам, все это талибы получали. Почему? Почему вдруг талибам так запросто все удалось, с захватом Афганистана? Почему никто им не помешал, например, так разжиться этой американской техникой, которую вы видите сейчас на экране? Бронетранспортеры — это либо американские, либо канадские бронетранспортеры, которых сейчас тоже там сотни в распоряжении талибов. Почему им никто не помешал? Ответ, в общем-то, достаточно простой. Это коррупция. Американцы за 20 лет своего военного и военно-политического, скажем так, шире, военно-политического присутствия в Афганистане вбухали в Афганистан порядка $2 триллионов. Эти деньги шли на строительство каких-то институций государственного управления. Эти деньги шли на строительство какого-нибудь попытки организовать, кстати, во многом успешной попытки организовать сеть независимых медиа или восстановить систему образования. Тоже во многом успешная была попытка. Появились школы, появились университеты, появились профессиональные училища. Здесь деньги пошли действительно во многом во благо. Но те деньги, которые шли на строительство армии и сил безопасности, в большинстве своем просто пропадали в никуда. То есть они уходили на строительство каких-то особняков для генералов, на покупку каких-то безумных золотых унитазов, какой-то лепнины в стиле Пшонки и Януковича. Буквально так оно и было. Талибы даже снимали некоторые из этих особняков чиновников и генералов, которые, они были построены и отремонтированы и обустроены на те деньги, на которые должно было платиться жалование солдатам и офицерам, на те деньги, на которые должна была проходить регулярная военная подготовка, организовываться учения и так далее. В итоге по документам-то, по бумагам, так оно все и было. По документам и по бумагам деньги шли на боеприпасы, на обмундирование, на, лечение раненых солдат, на их обучение, на повышение квалификации офицеров, на закупку какого-то необходимого технического оборудования. Но на самом деле все это тратилось совсем не на то. И выяснилось, что даже реальный состав армии численный отличался от того, что был заявлен на бумаге, скажем так, примерно вдвое, а то, может быть, и больше. То есть, грубо говоря, рассчитывали власти и американцы рассчитывали на то, что защищать Афганистан от талибов будут около 300 тысяч военных и сотрудников сил безопасности. Но на самом деле, что называется, под ружье встали, когда реально появилась необходимость в этом, от 120 до 160 тысяч человек. И то они очень быстро разбежались, когда увидели, что Талибан наступает, и Талибан, в общем-то, ничего, никто его остановить не может. Но даже, кстати, этих 120 или 160 тысяч человек в принципе было бы достаточно, потому что силы Талибана тогда, когда они наступали на Кабул, оценивались где-то примерно в 70-75 тысяч человек. То есть даже вдвое меньше, чем на бумаге армия Афганистана, в принципе, это была все равно вдвое больше, чем силы талибов. Но как раз из-за того, что их генералы, их чиновники, просто прямо будем говорить, кинули их, бросили их, оставили их без поддержки, поспешили покинуть страну, забрать с собой как можно большее количество денег. У этих ребят, у простых солдат и офицеров, у них не было мотивации. За кого воевать?
Почему мы должны воевать за тех людей, которые сначала не додавали нам зарплаты и строили себе какие-то безумные виллы, а потом, когда пришла какая-то опасность, так они просто собрались с деньгами, украденными у нас, и уехали. Почему мы должны за них теперь воевать? В итоге абсолютно была демотивированная армия, максимально демотивированная. Кое-где, конечно, какие-то случались очаги сопротивления, но они были, скорее, не благодаря, а вопреки действиям центральных властей. И эти очаги сопротивления держались там на каком-то энтузиазме местных командиров, которые пытались воодушевлять, подбадривать своих солдат, своих подчиненных. Но в итоге все это привело, конечно, к тому, к чему привело. Кабул пал очень быстро. Талибы взяли власть. Талибы теперь власть, которую никто их в мире не признает. Талибы столкнулись, они, в общем-то, и так-то у Афганистана было проблем навалом. Сейчас этих проблем стало больше. Почему? Во-первых, среди тех проблем, которые унаследовали талибы, это несколько неурожайных лет. Ну, реально неурожай. В Афганистан находится, там далеко не самое лучшее географическое положение. Начинаются заморозки или начинаются какие-нибудь дожди или какое-нибудь сильно засушливое солнечное лето. Все, урожай погибает, и люди остаются без зерна, люди остаются без кормов для скотины домашней. Все, вот он фактически порог голода. Раньше, когда было какое-никакое, страшно коррумпированное, некомпетентное, но все-таки признаваемое мировым сообществом правительство, еще и поддерживаемое и защищаемое американцами и их союзниками, что в Европе, что там же в Центральной Азии, что где-нибудь на Ближнем Востоке, все равно, собственно, никто их не оставлял наедине с этими серьезными проблемами. Всегда там американцы давали денег, тот же Катар находил возможность как-то помочь, поддержать. То есть всегда как-то палочка-выручалочка приходила из-за рубежа и спасала страну от последствий там неурожайных каких-то лет. Когда вот пришли талибы к власти, пришел Талибан, выяснилось, что такой палочки-выручалочки нет. Американцы ушли, не просто ушли, а еще арестовали на своих американских счетах миллиарды, которые принадлежали афганскому правительству беглому. И талибы говорят: верните нам эти деньги. Это же деньги афганского правительства. А теперь мы афганское правительство. Американцы говорят: мы не понимаем, кто вы такие, мы не знаем, на каком основании вы получили власть. Вот была написанная в соответствии там, с демократической традицией новая афганская конституция, вот согласно которой и избиралось правительство. Мы вот не считаем, что вы избрались согласно этой конституции. Вы вас вообще никто не выбирал. Вы пришли, забрали власть, вы с нашей точки зрения узурпаторы. Мы не можем вам отдать эти деньги, мы не можем вам отдать ни цента из тех, что аккумулированы на счетах афганского правительства в американских банках. Проводите выборы в соответствии с Конституцией, назначайте чиновников, избранных в соответствии с Конституцией. Пусть избранный парламент формирует правительство, и мы с этим правительством будем вести переговоры. Но для талибов это вообще непредставимо. Они, в принципе, отрицают какие-либо выборы, какие-либо там, значит, референдумы. В их картине мира, в их философии этого быть не может никогда. Что, значит, чтобы вдруг простой человек взял и начал принимать решения. Нет. Вот они считают, что на все воля Всевышнего, на все воля небес. И в их представлении выборы или референдум – это попытка человека подменить собой волю Всевышнего. Попытка подменить волей человека волю Всевышнего. Конечно, они никогда на это не пойдут. И в этом, конечно, в этой истории втройне несуразней, просто вот максимально идиотски выглядит заявление, которое было сделано одним из чиновников Талибана, каким-то вот этим вот лакеем российским информационным, которые к нему приехали спрашивать про то, чей Крым. И этим лакеем чиновник талибский вдруг начал рассказывать о том, что мы принимаем итоги референдума, мы типа поддерживаем крымский народ, народ Крыма, который захотел, значит, быть вместе с Россией. Что за бред? Во-первых, о каком народе Крыма вы говорите? Кто из представителей народа, какие вообще народы Крыма принимали участие в этом референдуме? А во-вторых, вы же сами в вашем
вот в вашей политико-философской системе управления в принципе не может быть никаких выборов, в принципе не может быть никаких референдумов, а вы тут заявляете, что президент... Ну, кстати, это заявление сделано абсолютно понятно почему. Столкнувшись реально с необходимостью срочно где-то получить деньги, столкнувшись с тем, что никто их не признает из нормальных взрослых цивилизованных стран, талибы хотят подружиться вот хоть с кем-нибудь, вот вообще вот хоть с кем-то, лишь бы дали денег, лишь бы спасли страну от голодной смерти. Потому что понятно, что чем больше проблем будет экономических и социальных внутри Афганистана, тем больше людей будут уходить в те группировки, которые воюют против талибов. А что это за группировки? В первую очередь это местное отделение ИГИЛ. И они крайне опасны для талибов. ИГИЛ умудряется на свою сторону переманивать даже каких-то полевых командиров Талибана. И если сейчас не решить проблему с голодом, если сейчас не найти деньги для того, чтобы платить каким-то своим полевым командирам, даже каким-то своим рядовым бойцам, талибы очень скоро столкнутся с тем, что люди массово пойдут к тем, кто пообещает их накормить, массово пойдут к тем, кто пообещает дать им зарплаты, дать им возможность жить более-менее достойно. Неважно, кстати, кто это будет. Будет это какое-нибудь там условно-светское сопротивление Талибану, будет это какой-то новый извод Северного альянса, который воевал в 90-е против Талибана. Или это будет ИГИЛ. Нет, неважно. Люди пойдут вообще к кому угодно из тех, кто пообещает им деньги, сытую жизнь и нормальное какое-то существование. Именно поэтому для того, чтобы не допустить такого вот развития событий, талибы и бегут, просто вот раскрыв объятия, бегут к россиянам и к другим, собственно говоря, не самым приятным странам в надежде на то, что вот такие сделанные заявления, которые противоречат и их собственному мировоззрению, и международно-правовым нормам, что вот все равно хоть как-то, хоть ложью, хоть лестью, хоть заискиваниями получить какие-то деньги. Кстати, американцы действительно, вот я уже сказал, что Джо Байден принял решение не отменять эвакуацию войск. Это действительно выглядело как эвакуация. Это не был отвод войск. Это все вот была максимально быстрая, срочная эвакуация. И Джо Байден пытался, что называется, сделать хорошую мину при плохой игре. Рассказывал о том, что так быстро и так слаженно такое количество людей никто никогда в истории не эвакуировал. Там было эвакуировано около 120 тысяч человек. Это как американские граждане, так и те афганцы, которые сотрудничали с режимом, с американцами, и с их союзниками. Это, в общем-то, далеко не все, кого нужно было бы спасти, но вот, тем не менее, Байден сказал, что вот, смотрите, для нас все теперь, история с Афганистаном, фактически перевернутая страница, закрытая книга. Мы теперь должны сконцентрироваться на новых угрозах. И среди этих угроз он назвал Россию и Китай. Вот, собственно говоря, наверное, последняя, важнейшая история года, которую я успею сегодня рассказать, связана как раз-таки с Китаем. Хотя вслух об этом не говорят ни американцы, ни их союзники по вот этой вот истории. Итак, что произошло? 15 сентября было объявлено о создании нового военно-политического альянса, который называется ОУКС или АУКУС, если вот прямо вот по буквам это все расшифровывать. АУКУС — это Австралия, UK — это Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, и United States, Соединенные Штаты Америки. То есть Австралия, Британия и США стали такими зачинателями нового альянса, который вот он такой очень обтекаемый, его цели обозначены. Его цели обозначены как обеспечение мира и порядка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. То есть вроде бы как мы против какого-то страшного там непонятного врага, вот мы вместе объединяемся для того, чтобы чему-то там плохому противостоять. Чему плохому можно противостоять? Но на самом деле очевидно, что речь идет о том, что все это делается для того, чтобы вот совместными усилиями противодействовать такой вот активной китайской экспансии как раз в этом самом Азиатско-Тихоокеанском или еще и отчасти в регионе Индийского океана китайская экспансия. Пока эта экспансия такая, по большей части, экономически-политическая, но тем не менее есть еще и угроза
военной экспансии, эта угроза, совершенно реальная. Почему? Потому что есть остров Тайвань, который Китай считает своей неделимой, неотъемлемой территорией, которой при этом Тайвань не управляется Пекином, а Тайвань управляется своим местным правительством. И вот для того, чтобы помочь как Тайваню, так и ряду других. Есть еще споры и с Филиппинами, по-моему, и с Вьетнамом, и с Южной Кореей, и с Японией. Есть самые разные территории и акватории, на которые претендуют как вот эти вот азиатские перечисленные мной страны, так и сам Китай. И вот на Западе всерьез опасаются, что китайцы могут попробовать вернуть или там взять эти территории силой с использованием танков, с использованием кораблей, с использованием самолетов. И вот этот вот самый АУКУС должен противодействовать этим возможным агрессивным планам Китая. Как будет противодействовать? Уже известно, например, что австралийцы, прошу прощения, получат от американцев подводные лодки. Американцы передадут австралийцам, и, кстати, и британцы тоже какие-то свои технологии передадут, и построят для австралийцев их собственный подводный флот, атомный подводный флот. У австралийцев появится свой атомный подводный флот, построенный на основе тех технологий и знаний, которыми располагают американцы и британцы. Из-за этого атомного подводного флота, австралийцы уже и американцы с британцами успели поссориться с французами, потому что Австралия должна была купить у Франции, разместила свой заказ у Франции на подводные лодки, но французы должны были строить не атомные, а дизель-электрические подводные лодки. И после того, как договорились в этом АУКУСе, французов просто взяли и, что называется, оставили без денег. Просто сказали: так, все, ребят, заказ отменяем, мы теперь будем строить свои, и уже атомные подводные лодки. Это привело, на самом деле, к очень серьезным разногласиям в отношениях между Францией и Европой в целом, и Америкой, и Британией, и Австралией с другой стороны. Но что поделать, да, теперь понятно, что американцы решили, что главная опасность теперь она исходит со стороны Китая, и что теперь нужно каким-то образом всем вместе этой опасности противостоять. Сами американцы, наверное, отдают себе отчет в том, что вот им в одиночку это будет сделать непросто, поэтому, наверное, стоит подтянуть своих самых таких ярких, самых таких надежных союзников. Это в первую очередь британцы и австралийцы, которые кровно заинтересованы в безопасности этого самого Азиатско-Тихоокеанского региона, к которому они отчасти и принадлежат. Что ж, вот такие были, наверное, самые очевидные, самые важные итоги года 2021. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в Prime Моцарский в эфире телеканала АТР уже в году 2022. Всего хорошего и счастливо!